Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире январский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И мы спешим поделиться с вами самыми яркими событиями первого месяца 2023 года. Год начался очень продуктивно. В Ульяновске состоялся турнир по шахматам. Курсанты показали достойный уровень игры. По итогам соревнований золото забрал Архипов Никита, серебро заработал Фролов Никита, а почетное третье место заняла Кузина Софья. Благодарим всех за участие и поздравляем призеров. В Йошкар-Оле курсанты филиала добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС продолжают оказывать помощь по формированию гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик. Мы гордимся нашими курсантами, которые придут на помощь в любую минуту не только словом, но и делом. В Йошкар-Оле в преддверии празднования Дня российского студенчества наши курсанты посетили «Респект-встречу» с финалистами Российской национальной премии «Студент года 2022», где смогли задать массу интересных вопросов и поучаствовать в мастер-классах. 16 января курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС посетили приют для бездомных животных «Кот и пес». Дружной командой мы помогли в благоустройстве на территории приюта и выгуле собак. В городской суете нужно находить время для добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Мы благодарны каждому, кто не остался безразличным к судьбе животных. В стенах нашего филиала в городе Ульяновске прошел увлекательный квест для первокурсников «Культура народов Поволжья», приуроченный к 80-летию Ульяновской области. Благодаря данному мероприятию курсанты закрепили знания о культуре и традициях народов Поволжья. В ночь с 18 на 19 православные отметили светлый праздник Крещения Господня. По традиции, курсанты Головного колледжа и наших филиалов совместно с добровольцами региональных отделений ВСКС обеспечивали безопасность верующих при совершении обрядов купания на водоемах Удмуртской республики, Ульяновской области и Республики Марий Эл. Эта ночь прошла без происшествий благодаря вашей работе. Спасибо вам! – 28 января мастеров зимнего плавания чествовали в Центре истории спорта Ижевска. Клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» открывали торжественное мероприятие своим прекрасным номером с барабанным боем. 20 января в торжественной обстановке начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской республике Ежеев Алексей Владимирович и учредитель нашего колледжа Королюк Эдуард Владимирович подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между организациями. Соглашение позволит вывести на новый уровень работу в сфере реализации подготовки молодежи, ориентированной для дальнейшего прохождения службы в Росгвардии. Алексей Владимирович поблагодарил курсантов и сотрудников колледжа за высокий профессионализм и патриотическое воспитание молодежи.
Сарапуле курсанты филиала приняли участие в первом заседании городского студсовета. На встрече они обсудили актуальные вопросы предстоящих мероприятий и проектов на 2023 год с активной молодежью города. С 17 по 20 января в рамках всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» курсанты филиала посетили с экскурсией Ульяновский линейный отдел МВД России на транспорте, Управление ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а также Центр профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области. Каждый курсант узнал для себя много нового об истории и создании отделов, работе кинологов, криминалистов, а также инспекторов ГИБДД. По традиции, 25 января курсанты Головного колледжа приняли участие в красивом и грандиозном событии. Они посетили городской бал в честь Святой Татьяны и Дня студента. Дамы в прекрасных нарядах и элегантные кавалеры в форме исполнили традиционные для балов XIX века танцы. Особенностью дресс-кода в этом году стал маскарад. Кроме платья и костюма, участники подбирали к своему наряду карнавальную маску. Это было великолепно! У курсантов специальности правоохранительная деятельность прошла встреча с начальником отдела, старшим судебным приставом по Сарапулу. Курсантов познакомили с различными направлениями в данной структуре и рассказали про дальнейшую учебу в вузах. Встреча прошла очень насыщенно. В конце месяца в Головном колледже начались традиционные спелеологические выезды в Пермский край. На этот раз курсанты узнают тайны подземелья и получат начальные навыки спелеологов в пещере геологов-2. Впереди еще будет много незабываемых поездок в это чудесное место. Следите за новостями в наших социальных сетях. «21 января в Головном колледже и наших филиалах прошли плановые дни открытых дверей. Абитуриенты с удовольствием надевали боевую одежду пожарного, вязали спасательные узлы, учились разбирать и собирать автомат Калашников и, конечно же, снимали отпечатки пальцев, а также увидели в работе профессиональные навыки наших курсантов. Этот день был насыщен событиями и впечатлениями. Спасибо, что посетили наше учебное заведение. Мы всегда рады новым знакомствам и ждем вас в стенах нашего колледжа. Следующий день открытых дверей состоится 18 февраля. Всю подробную информацию ищите в наших социальных сетях. На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Варич Виктория. До новых встреч!